Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами узнаем, почему русские крестьянки предпочитали носить французские платки, какое отношение куб имеет к ткани и почему каждый из нас ведет себя на свой манер. Наверное, вы уже догадались, что речь пойдет о набойке. Набойка – это способ нанесения рисунка на ткань. Известен он человечеству давным-давно. Никто из ученых не назовет точной даты, когда человек впервые открыл для себя свойства некоторых растений – удерживать цвет на ткани. И, наверное, с этого времени для людей началась совсем иная жизнь. Не черно-белая, а в цвете. Изначально волокна и животного, и растительного происхождения имеют так называемый натуральный цвет – сероватый, желтоватый, коричневатый, поэтому долгое время человек выглядел именно так. Представьте себе на мгновение, что мы с вами носим исключительно белые или сероватые одежды. Это, конечно, скучно. Поэтому люди стали себя украшать, в том числе и красками. Первые красители были растительного происхождения. До тех пор, пока люди не научились закреплять цвет на ткани, хватало их ненадолго. Они быстро выгорали, смывались, стирались. И человечество стало больше обращать внимание на окрашивание нитей, а не тканей. Люди состоятельные, зажиточные могли позволить себе одеваться пестро. Беднякам это было не по карману, потому что ручное ткачество, ткачество шелком, золотной нитью, цветной шерстью было все-таки достаточно дорогое удовольствие. И то, как человек, насколько человек нарядно одевался, все-таки зависело от состояния, прежде всего, его кошелька, от его зажиточности. Поэтому большая масса населения продолжала носить коричневые, серые и белые одежды. Шло время, и на территории России ученые смело относят первые крашеные ткани к X веку. Русь уже принимает христианство, у нее достаточно обширные контакты со странами Востока, с Грецией, с Азией и с Византией, конечно же, поэтому мир богатых, состоятельных людей уже открыл для себя пестрые восточные ткани. Глядя на эту красоту, ее, конечно, хотелось иметь всем, но далеко не всем это было по карману. И первые окрашенные ткани повторяли, имитировали рисунок именно тканей восточного происхождения, пестроту и роскошь. Конечно, прежде всего, такие ткани появляются в среде великого князя, его окружения, высшего духовенства, но остальные тоже стараются не отставать от них. Тот, кто не мог позволить себе расшитые золотом парчевые или шелковые ткани, старался заказать ремесленникам одежду из ткани, имитирующей такое великолепие. Например, священнослужители, те из них, которые могли себе позволить натуральные, шелковые, расшитые золотом одежды, конечно, их носили. Священники победнее могли заказать себе почти точную копию, имитацию такой одежды, но уже из набойки. Первые набойные ткани были на масляной основе. Химического закрепления, как впоследствии, они не имели. Древесная сажа или минеральные растительные красители растирались в порошок, смешивались с льняным маслом, долгое время уваривались с ними, и затем эта смесь с помощью штампов, набойных досок наносилась на ткани. Окрашивали льняные и шерстяные ткани, сами понимаете, хлопчатобумажных в то время еще пока не появилось. В
таком виде набойка просуществовала довольно долго. Каково было отличие таких красителей от того, что нам с вами более привычно видеть? Примером может служить вот эта тинькушевская шубейка, которая окрашена именно в такой древней манере, масляными красками, но уже в 20 веке, в 20-е годы 20 века. Окрашен холст, причем сам холст достаточно грубый, достаточно толстый, и масляная краска тоже легла на него толстым, таким непластичным слоем. Поэтому одежда была достаточно грубая, не мягкая, и при ходьбе издавала такой своеобразный шум, шорох и грохот. Почему такой тип краски дошел буквально до наших дней, до современности? Дело в том, что в 20-е годы это время бедности, время, когда не то что тканей, еды не было вдоволь. И поэтому местные кустари придумали помогать женщинам быть красивыми именно таким вот архаичным способом. Они вырезали доски с таким простым элементарным рисунком, размешивали древесную сажу с растительным маслом, уваривали и печатали на холсте вот такую имитацию богатой набойки. Женщины охотно заказывали кустарям такую одежду, потому что быть красивой нам хочется во все времена. В XVII веке ткани начинают постепенно меняться. На российский рынок проникает ткани из индийского хлопка. Это меткаль, плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, не окрашенная. Первые ситцы, то есть окрашенный и обработанный меткаль, начинают завозиться в Россию из зарубежья, из Англии или из других стран. Конечно, стоят они дорого и далеко не по карману всем желающим. Поэтому первые ситцевые окрашенные ткани были, опять же, доступны наиболее зажиточным слоям населения. Здесь сразу следует уточнить, что набойка делится на две большие группы. Набойка верховая и набойка кубовая. Те образцы тканей, которые вы видите передо мной, все практически относятся к так называемой верховой набойке. В чем разница между нею и набойкой кубовой, я чуть попозже, конечно же, объясню. Наиболее популярными красителями в народной среде были те, которые могла дать им родная земля. Привозные покупные красители были доступны достаточно ограниченному числу людей, и крестьяне выходили из положения тем, что собирали растения, красильные растения, которые росли неподалеку от их дома. И потому, какая мода была в той или иной местности, на какой цвет, можно было сразу догадаться, какие растения произрастали в той или иной местности. Постепенно окрашивание тканей стало набирать все большие обороты. Появляется профессия красильщика или набойщика. Конечно, каждая крестьянка могла сварить в горшке определенную траву и в этом отваре вымочить шерстяные нити, чтобы затем украсить одежду вышивкой. Но для того, чтобы окрашивать большие полотнища, необходимо все-таки было и помещение, и оборудование специальное. Поэтому красильщики ходили по деревням и предлагали желающим взять их холст на окрашивание. Крестьянки отдавали холсты, оговаривали заранее
что они хотели получить, и красильщик в своей мастерской окрашивал ткани в желаемый цвет. Самым любимым в народе, конечно же, всегда был цвет красный. Красную краску добывали из растения, называемого марена красильная. Марена произрастает на достаточно большой территории, на территории нашей страны, во многих местах, но наиболее качественную краску добывали из марены, которая росла достаточно далеко от нас, в Индии, на Ближнем Востоке. Краску эту издревле добывали в регионах Средиземноморья, и наиболее известным красителем, сделанным на основе этого растения, была так называемая адрианопольская красная. Секреты добычи и использования этого красителя, естественно, держались в строжайшем секрете, но уже в 17-м, в начале 18 века купцы Западной Европы начинают узнавать эти секреты. Секреты попадают к французам, попадают к англичанам, оттуда уже переходят на территорию нашей страны. И по названию экстракта, красного экстракта, добываемого из этой марины, экстракт этот назывался краб, красный краситель стал называться французский краб. Он закупался в больших количествах нашими производителями ситцев и тканей и получил в народе название французского. Отсюда и берут свое наименование знаменитые французские красные платки, которые были известны по всей территории России. Но чтобы перейти к французским платкам, мы с вами немного поговорим о способах набойки. Итак, набойка верховая. Почему она так называется? Потому что на неокрашенную ткань наносится с помощью специальных штампов, больших или маленьких, самый разнообразный рисунок. Так называемая белоземельная набойка, примером которой служит вот этот замечательный платок, говорит о том, что на неокрашенную белую ткань нанесен рисунок одной или двумя красками. Рисунок наносился в определенной последовательности. Изначально его вырезали на деревянных досках. Искусные резчики всегда ценились, и часто они же становились первыми набойщиками. Доска с вырезанным на ней рисунком носит название манеры. В продолжении времени рисунок, резьба досок усложнялся, люди осваивали все более и более изысканные виды резьбы, и в конечном итоге наиболее тонкие линии стали выделываться из металлических пластин. В деревянную доску вбивались тонкие металлические пластинки, с помощью которых можно было набить тончайшие линии узора. Именно такими манерами рисунок наносился в первую очередь. Линейный рисунок набивался в самом начале. Затем в ход шли так называемые цветы, то есть доски, на которых были вырезаны цветные участки ткани. Искусный набойщик мог нанести до 7-8, в позднее время шуйские платки до 17 самых разных цветов и оттенков. Сами понимаете, труд этот очень ответственный, серьезный и далеко не каждому под силу. А вот эти манеры, которые я вам показываю, опять же имеют отношение уже к нашему краю. Манеры эти использовались опять же в 20-е годы.
местными кустарями для украшения концов нарядных полотенец. Как вы видите, рисунок был одноцветным, ширина манеры соответствует ширине полотенца, и женщины с удовольствием раскупали такие вещи для того, чтобы украшать дом, украшать иконы, дарить такие полотенца на свадьбу гостям, о чем говорит даже такая надпись. Здесь она, конечно, в зеркальном отражении воспроизводится, а говорит она: «Кого люблю, тому дарю». Если набивка рисунка на неокрашенную ткань была самой, можно сказать, низкотехнологичной, то следующий по степени сложности вид набойки был вытравной. Здесь на окрашенную одним цветом ткань цветы наносили не цвет, а специальный состав на основе хлора, который протравливал в краске более светлые места. Вот пример как раз такой вытравной окраски вы видите на этом платке. Красное, розовое и белое. Эффект очень интересный достигается, но производство достаточно вредное. Все-таки дышать парами хлора не всегда полезно, тем более в течение целого дня. Первые платки, которые стали производиться на территории нашей страны, показались бы нам сейчас достаточно невзрачными. Все-таки красители не достигли еще своего совершенства. Но вот на примере этого платка очень хорошо, наглядно видно, как набойщик постепенно набирал цвет. Фон прокрашивался в последнюю очередь. Сначала наносился узор линейный, затем на линейный рисунок наносился более светлый цвет, затем темнее, еще темнее, и, наконец, последняя доска прокрашивала фон этого полотнища. Мастера-красильщики достаточно быстро вытеснили из городской среды кустарей, которые ходили по избам и предлагали услуги крошения. Все-таки промышленность развивалась стремительными темпами. И поэтому красильщики переместились в среду более отдаленную от города, в среду крестьянскую. С этого времени, с середины XIX века, начинается золотой век кубовой набойки. Чем она отличается от набойки верховой? Кубовая набойка называется так от слова «куб», или деревянная емкость, большой чан, для того, чтобы ткань погружалась туда целиком. В качестве красителя использовалось растение, краска, добываемая из растения, растущего опять же в Индии и в Азии. Краска эта носит название индиго. Индиго оказалась настоящей находкой для красильщиков. Она давала глубокий темно-синий цвет, и кроме того мастера добивались еще и большого разнообразия оттенков этого синего. Светлее, темнее, совсем светлый, в зависимости от того, сколько раз мастер окунал ткань в чан с водой, с раствором. Набойщики ходили по деревням, предлагали свои услуги, и теперь большая часть женского населения крестьянской России оделась в кубовые сарафаны. Кубовый цвет стал незаменимым цветом. Во-первых, он не так сильно пачкался, как цвет неокрашенной материи или более светлые тона. Во-вторых, он был универсальным. В-третьих, доступным. И вот такие кубовые сарафаны в большом количестве хранятся во многих коллекциях музеев, в том числе и у нас.
На отделку шла покупная ткань, опять же, посмотрите, набойка, только уже верховая. Носили такие сарафаны с нарядными ситцевыми рукавами, опять же, из набойной ткани. То есть женщина получала все большую, все, как сказать, возможности себя украсить расширялись. Мастера кубовой набойки передавали секреты своего дела из поколения в поколение, от отца к сыну. У каждого из них был свой секрет. Особенно развита была кубовая набойка на севере, в северных регионах России. Одной из ее разновидностей стало нанесение на кубовую ткань рисунка, но рисунка, опять же, такого, скажем так, негативного. Ткань полностью окрашивалась, но предварительно с помощью тех же самых манер на нее наносился рисунок, так называемой вапой, то есть средством, которое не позволяет ткани окрашиваться. После вываривания ткани в красильном чане она высыхала, ее несколько раз выполаскивали, обрабатывали, и на местах, обработанных вапой, проявлялся белый, такой красивый очень рисунок. Но самым настоящим прорывом в истории русского ситца и русского платка стало, конечно же, открытие фабрик купцов Барановых. Целая династия Барановых работала в одном направлении. Они старались создать красоту. История барановского ситца, барановских платков берет свое начало в период после войны 1812 года, когда разрушенная экономика России нуждалась в скорейшем восстановлении. Купец Федор Баранов покупает землю у города Александрово, это Владимирская губерния, и строит на ней свои первые полукустарные тогда еще фабрики. Он начинает продвигать мысль о том, что если народ так любит красный цвет, то нужно этот красный цвет народу дать, причем массово, не для ограниченного числа жителей, а как можно больше населения должно этим охватить. Поэтому Баранов начинает производство так называемых красных барановских ситцев. В ход шла, конечно же, та самая краска из французского краппа, а закреплялась она при помощи бычьей крови. Поэтому в народных массах эти платки, эти ситцы сразу вызвали достаточно негативные отношения. Поползли самые разные слухи о собачьей крови, о том, что это нечистое производство. И в дальнейшем наследники Баранова стали стремиться к тому, чтобы славу, вот эту дурную славу каким-то образом от платков отвязать. В ходе экспериментов они придумали заменитель для бычьей крови, это хлебные сусла, которое также хорошо закрепляло цвет, но не несло в себе никакой негативной подоплеки. С этого времени, уже к середине XIX века, каждая женщина мечтала, не только причем в крестьянской среде, мечтала иметь в своем гардеробе вот такой роскошный красный платок. Следующим прорывным шагом в красном цвете стала замена натуральных красителей химическими.
появляются так называемые ализариновые красители, то есть химические красители, которые стоили в несколько раз дешевле, чем натуральные, и, конечно, сразу помогли насытить рынок большим количеством таких нарядных ситцев. Надо сказать, что ситцы барановые продавали не только на территории Поволжья или севера России, они очень большим спросом пользовались и в восточных регионах, потому что часто имели на себе восточный рисунок в виде таких вот турецких огурцов. А ализариновые платки спутать ни с какими другими невозможно. Настолько яркий, настолько несмываемый, невыгораемый цвет они имеют. Мы с вами, конечно, не сможем сейчас сделать такой шедевр, но, тем не менее, попробуем повторить мастерство русских набойщиков и поподробнее остановиться на технологии русской набойки. Сейчас мы отложим в сторону ткани из коллекции нашего музея, чтобы им не повредить. Доски разложим, чтобы они нас вдохновляли. И перейдем к следующему пункту нашей встречи. Поговорим о технологии набойного дела. Для этого нам потребуется в оригинале сукно, туго натянутое и ровно отглаженное. Ну, а в нашем случае мягкая ткань, фланель в несколько сложений или байка, которую мы закроем сверху клеенкой для того, чтобы не испачкать. На сукно накладывается ткань хлопчатобумажная или льняная. Она хорошо отглаживается и даже крахмалится для того, чтобы ровнее лежала, чтобы рисунок получился более качественным. Мы попробуем сделать набойку на двух разных образцах. Сделаем, например, две салфетки. Одна из них, как вы видите, льняная, вторая хлопчатобумажная. Чем тоньше переплетение, чем оно плотнее, тем более четким получается рисунок. И на более рыхлой ткани рисунок получается с более размытыми краями. Кроме того, нам потребуются емкости для краски. Такие вот клячи для того, чтобы наносить краску на штампы. Немного воды. Сама краска. Цветов у нас много, но время ограничено, поэтому мы тоже ограничимся синим, кубовым и красным, адрианопольским, французским. Затем нам потребуется кусочек ветоши для того, чтобы протирать наши штампы. И, наконец, сами штампы. Изготовлены они из дерева. Молоточки я тоже на всякий случай приготовила, чтобы показать вам, почему красильщиков ткани называют набойщиками. Штампы изготовлены в наших мастерских, нашими реставраторами по образцам, которые они взяли в фондах нашего музея. Все образцы мы использовать не будем. Выберем вот такую кайму. И для центральной части возьмем несколько, не знаю, вот олень мне нравится, или это козел. Давайте на чем-нибудь остановимся. Открываем краску, набираем небольшое ее количество кистью
Краску стараемся не смешивать, чтобы не пачкать. Синий цвет немного разбавим. В красильных мастерских краски разводили в больших продолговатых ящиках, которые по размеру были несколько больше, чем самая большая из манер. Поверх краски помещали туго натянутый войлок. Манеру обмакивали в краску и несколько раз проводили вверх-вниз по этому войлоку, чтобы доска пропиталась краской как следует. Затем ее доставали и плотно, обязательно сверху вниз, прижимали к ткани. Сверху прибивали молотком. Так, по-моему, достаточно нормальная консистенция. Очень красивый цвет получается, радостный. Давайте попробуем, посмотрим, что у нас получится. Отложим пока в сторону. Пробуем синюю кайму. Набираем цвет на губку. Аккуратно наносим его на штамп. Стараемся, чтобы он весь был пропитан краской, чтобы ее было не так много, чтобы она дала какие-то погрешности в рисунке, но и не настолько мало, чтобы не пропечаталось на ткани. Пробуем. Делать все нужно очень аккуратно, потому что переделать уже не получается. Ну, постучим. Вот как-то так. По-моему, неплохо. То же самое делаем с другой стороны. Главное в набойке аккуратность и движение сверху вниз. Вверх-вниз набиваем краску на штамп. Строго вертикально опускаем штамп на ткань. Ручную набойку на изделиях очень легко отличить от набойки машинной, когда для нанесения рисунка стали использоваться не доски, а цилиндрические валы. Цилиндр давал ровную бесперебойную печать, одинаковую по всей ширине и по длине. А вот ручная набойка давала небольшие погрешности в местах стыка, в местах соединения разных фрагментов.
последнюю сторону и давайте решать, чем мы заполним середину нашей салфетки. Пустим оленя поскакать или солнышко добавим. И будет у нас салфетка монохромная или все-таки в два цвета. Важно всякий раз протирать и прочищать, а по окончании работы обязательно промыть наши штампы. И последний штрих — солнышко в центр. Давайте солнышко. Находим центр и замечательно. Такую салфетку не грех подать на стол. Дожидаемся, пока краска высохнет, обычно это часа 3. Проглаживаем горячим утюгом, а потом смело стираем в режиме деликатной стирки или вручную. Спасибо за внимание. Когда музей откроется для посетителей, обязательно приходите к нам, и мы с вами можем провести такой мастер-класс уже лично. До свидания.